Мы продолжаем, а вернее уже завершаем наш вторничный видеосюжет, который, напомню, называется «Ложь Марио Драги и лукавство статистики США» и посвящен недельному обзору мирового валютного рынка. Сейчас четвертая часть видеосюжета, она же заключительная. В целом, в ближайшие недели логично выглядит колебание пары евро-долларов в диапазоне 1,298-1,304 доллара за евро. Однако, если доллар продолжит укрепляться, пара евро-доллар может оказаться под давлением и попробовать на прочность отметку 1,282 доллара за евро. В этом контексте, полагаю, нам снова уместно будет вернуться в прошлое, в четверг, 7 марта. Весьма низкая инфляция в еврозоне, заявление о том, что понижение процентной ставки на заседании Совета Евроцентробанка обсуждалось, наводит на мысль, что Евроцентробанк все-таки понизит ставку в будущем, а это негатив для евро. Слабые макроэкономические индикаторы зоны евро указывают на необходимость дополнительного монетарного смягчения. Инфляция, напомню, остается подавленной и составляет по ФРР по предварительным оценкам 1,8% год к году, что гораздо ниже январских 2% год к году и ниже целевого уровня в 2%. Индексы деловой активности и промышленности стран еврозоны отражают слабость экономики региона, опустившись с 47,9 пунктов в феврале против 48,6 пунктов в январе. С учетом последних данных по безработице и инфляции в странах еврозоны, согласно правилу Тейлора, Евроцентробанк должен опустить процентную ставку до 0,25% к середине года, а может и раньше. Думаю, что раньше. Несмотря на слабость экономики, комбанки еврозоны продолжают использовать право на досрочное погашение трехлетних кредитов по первому и второму раунду LTRO. Суммарно, с января 2013 года банки вернули Евроцентробанку 224 миллиарда евро кредитов по LTRO-1 и LTRO-2. Это привело к значительному сокращению объема избыточных резервов в евросистеме. С марта прошлого года объем избыточной ликвидности сократился в 2 раза, с 800 миллиардов евро до 380 миллиардов евро, достигнув 15-месячного минимума. То есть количество евро в свободном, так сказать, обращении в зоне евро стало ниже. Несмотря на это, межбанковские ставки остаются подавленными, что не способствует повышенному спросу на единую валюту. Что касается локальной ситуации по паре евро-доллар, то мы, сохраняя баксооптимизм, продолжаем ждать окончательного пробития вниз отметки 1,3 доллара за евро и движения к уровню 1,28 доллара за евро в ближайшие дни. И на это есть все базовые шансы, учитывая негатив, идущий из еврозоны. А также проведем на этой же неделе серию аукционов по размещению казначейских облигаций США. Для британского фунта основной релиз новой недели – индекс промышленного производства, который будет опубликован во вторник, сегодня, 12 марта, в 11:30 Киева. Макроэкономическая статистика из Альбиона в последнее время носит негативный характер. Замедление промышленного сектора в начале месяца дал понять индекс PMI. Соответственно, мы не ожидаем тут позитивных сюрпризов. В случае пробития поддержки 1,49 тысячных долларов за фунт, следующей целью движения пары фунт-доллар станет 1,474 тысячных долларов за фунт. Японская иена продолжит снижаться по мере того, как становится очевидным, что реализация планов Синдзо Абе, недавно избранного премьера Японии, относительно масштабного решения программы количественного смещения по самурайски, становится лишь вопросом времени. После преодоления сопротивления в области 95 йен за доллар, целью движения стала отметка 100 йен за доллар. Ожидается, что на своем апрельском заседании Банк Японии во главе с новым председателем Куроды примет меры, направленные на дальнейшее ослабление кредитно-денежной политики с известными последствиями для японской иены.